Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Наталья Александровна. Мы рады вас видеть. Вы нас слышите? Да, я вас слышу. Большое спасибо. Сегодня в Национальной библиотеке Чувашской Республики проходит День новой книги, или ДНК, как мы называем сокращенно. И мы рады представить вам новые книги и их автора Наталью Александровну Древис. На сегодняшний день в свет вышли два больших произведения Натальи Древис. Это роман «Паразиты». Можно, да, чуть-чуть приблизить? И роман «Книга 10 заповедей». Вот обложки этих книг. Электронные версии книг размещены на сервисе электронных книг «Литрес». Печатные, изданные в московском издательстве, поступили в фонды библиотеки имени Толстого в городе Мюнхене и Национальной библиотеки Чувашской Республики в городе Чебоксары. Наталья Александровна Древис в настоящее время живет и работает в Германии, поэтому наше знакомство и беседа будет проходить в режиме международного литературного моста, город Чебоксары и коммуна Вайе. Правильно я называю? Вая. Вайе. Угу. Мы очень рады видеть вас, Наталья Александровна, и прежде всего хотим вас поздравить, что роман «Паразиты» вошел в шорт-лист международного литературного конкурса в номинации «Вымышленная вселенная». Мы уже некоторые прочитали ваши книги и хотим, конечно, поближе познакомиться с вами, поделиться своими впечатлениями о прочитанном и, конечно, узнать и какие-то ваши впечатления о своем творчестве, о книгах. Итак, Наташа, как вы стали писателем? Ну, как я стала писателем? Сначала я скажу, что я родилась в городе Чебоксары. После окончания школы я поступила в Чувашский государственный университет на историко-географический факультет, который закончила в 2000 году по специальности география. Свое первое стихотворение я написала где-то 13. Наташ, прошу прощения, чуть-чуть погромче, пожалуйста. Хорошо, сейчас я посмотрю, у меня тут... Так слышно? Свое первое стихотворение я написала где-то примерно в 13-14 лет, находясь на каникулах у бабушки, и отправила его в местную газету. Каково же было мое удивление обнаружить в новогоднем выпуске 1 января мое стихотворение со сопровождающими словами. К нам написала талантливая девочка Наташа, жалко, что она не указала свою фамилию. Учась в 11 классе, я посещала клуб юных журналистов или школа юных журналистов, я даже сейчас не помню, как она называлась. Тогда все дети, то есть мы были детьми, мы учились писать различные статьи или рассказы. И вот тогда я написала одну статью, короткую статью, которая называлась «Родитель верь, зайдет она, звезда родительского счастья». Она была напечатана в Чебоксарских новостях. Позже, учась в университете, я написала рассказ, который называется «Ко мне пришла любовь». Он тоже был опубликован в Чебоксарских новостях. Когда я училась работала уже в Чебоксарском кооперативном университете, в учебном отделе, я стала писать рассказы о любви. Мне очень хотелось, чтобы такой рассказ был напечатан в «Космополитене», в таком красивом глянцевом журнале. В общем, я отсылала каждый раз, сколько, я уже не помню, сколько я их написала, но я все их отсылала, и, правда, я не получала ответа. Я, конечно, расстраивалась, вздыхала, но продолжала писать дальше. Примерно в это время я написала детскую сказку, которую отнесла в Чувашское книжное издательство. Детскому редактору моя сказка понравилась, она представила ее в комиссии, но, к сожалению, она дальше уже не прошла. В 2010 году я переехала в Германию по семейным обстоятельствам. Маленький ребенок, чужая среда, чужой язык, все остальное, все такое новое, и я абсолютно забыла о своем творчестве, о своем хобби, и, может быть, даже никогда бы не вспомнила об этом, если бы не одно обстоятельство. Я сломала ногу. В тот момент, конечно, я не стала писать, потому что это было слишком трагично, я была так расстроена, приближается Рождество и Новый год, а я на костылях.
А вот уже через год, когда мне вытащили металлический стержень, к которому были скреплены кости, вот тогда, в момент вынужденного безделья, меня охватило ступор. Смартфона тогда у меня не было, русских книг я с собой не привезла, немецкое телевидение я понимала тогда плохо. И вот что мне делать? Я взяла ежедневник и стала писать. Но так как в это время я уже не разговаривала по-русски, я не читала по-русски, то, что я написала, мне не понравилось. Недовольная результатом, я забросила рукопись. Спустя года я вернулась, прочитала, что я написала, и подумала, какая идея! Коряво, конечно, написано, но какая идея! И вот это вот мне не давало покоя, что кто-нибудь другой возьмет эту идею и напишет вперед меня эту книгу. И я решила все-таки дописать. Сейчас, в данный момент, мной написано 3 книги. Первые 2, они уже у вас в библиотеке. Третью книгу я сейчас отправила в 4 издательства. Жду ответа. Ждать ответа, я не знаю, там написано от 3 месяцев до полугода, может быть, будет год. Ну вот, сижу, жду. Наташа, можно задать вопрос? Да, на самом деле, прежде я скажу, что вот ваша история очень похожа. Многие выдающиеся литературные произведения были созданы именно вот по вашему шаблону. То есть вынужденная вот какая-то неподвижность, скука и рождение вот книг. Действительно, это вот не единожды такой случай есть в литературе, в истории мировой даже литературы. Вот. У нас вот сейчас тут в Чебоксарах, ну, например, у меня и вот у моих коллег, сейчас только вот мы, ожидая, разговаривали об этом. Как вам живется в Германии? Хорошо. Нравится вам? Да. Что конкретно Привыкли? вас интересует? Да. Сначала было мне первое время очень тяжело. Мы живем на северной Германии, да, и в моих произведениях мне очень хочется писать именно северной Германии. Мне очень хочется писать именно Северное море, потому что оно совсем другое. Это не то море, которое мы привыкли видеть, Черное море или Бирюзовое море Средиземное. Оно совсем другое. И в самом начале мне было очень тяжело привыкнуть, потому что здесь такие ветра, такие шторма, и мне было все время холодно здесь. А зато сейчас я привыкла. Для меня Германия это как страна сказок, страна каменных домиков с красными крышами, утопающих в зелени и в цветах. И это так чувствуется в ваших книгах. Я вот иногда даже встречаю где-то вот в интернете или на каких-то картинках такие иллюстрации, вот домики, природа, горы, немножко как бы, да, вода, если там море, цветы. И вот представляю это иллюстрациями вот ваших книг, действительно ваших романов. Это так. Ну, давайте теперь чуть-чуть подробнее поговорим о книгах. Итак, сегодня мы поговорим чуть подробнее о романе «Паразиты». А книгу «10 заповедей» мы оставим на следующий наш литературный мост. И, конечно, наверняка будет и третий литературный мост, потому что я предскажу, что уже готов третий роман к изданию, да? Я пока, конечно, могу его в любое время опубликовать на Литрес, но мне очень, конечно, хочется, чтобы наконец-то, ну, скажем так, известное издательство опубликовало его. Поэтому я буду пока ждать ответа от издательства. Ага, Я отправила 4 издательства. Хорошо, замечательно, мы тоже будем ожидать. Итак, роман «Паразиты». Ну, среди нас есть те, кто еще не читал роман, поэтому мы немножко о нем подробнее поговорим, и, может быть, те слушатели и зрители, которые к нам присоединились или присоединятся впоследствии, заинтересуются этой книгой и прочитают. Нам бы очень хотелось, чтобы количество ваших читателей увеличилось. Итак, роман «Паразиты» показывает нам вымышленную вселенную. Это конец 21 века, на самом деле не так далеко от нашего сегодняшнего времени. И на первый взгляд, вот с первых страниц, кажется, что мир не намного изменился. Утро, проснулась девушка,
Отправилась на пробежку, потом на работу. Вокруг нее кипит жизнь, люди, машины, какие-то рабочие дела и хлопоты, но все-таки есть что-то необычное. Ну что, в этом мире, новом мире, будущем мире, человечество осуществило свою мечту. Нет болезней, нет преступлений, все как один ведут здоровый образ жизни, решена даже глобальная экологическая проблема планеты Земля. Каким же образом? Всему виной паразиты. Да-да, именно они, завладев человеком, меняют цивилизацию к лучшему. И только они, паразиты, знают, как лучше жить человеку, людям. На руке каждого человека живет необычное существо – улитка. Я хочу зачитать фрагмент. Такое милое, очаровательное существо. Раковина имела дугообразное отверстие, откуда вылезал паразит с длинной шеей, щупальцами и круглой, как мячик, головкой с рожками. При встрече особи, испытывающие взаимные симпатии, тянули друг к другу свои щупальца, переплетались ими и терлись шариками. Ласково поглаживая кожу человека своим мячиком, улитки таким образом выражали свою признательность и любовь. Выражение любви к хозяину было самым милым и звучало как урчание. Звуки, которые произносил недовольный паразит, были не особо приятные. Они были похожи на крики голодной морской свинки. Это вот небольшой фрагмент, который описывает вот это существо, которое живет на руке каждого человека и диктует ему не только, когда нужно идти на пробежку, и вредно или не вредно то или иное питание и так далее, но и диктует, с каким человеком можно общаться, дружить и создавать семью, рожать детей, а с каким категорически запрещено, несмотря на симпатии и антипатии. Героям повести придется многое преодолеть. Романа «Паразиты» придется многое преодолеть, переосмыслить, прежде чем обрести гармонию и счастье. Детские страдания, выбор спутника жизни, нравственное искание. Мы в подготовке нашей встречи, нашего литературного моста, посмотрели отзывы, которые оставляют читатели об этой книге. И я хочу их зачитать. Круто, интересно, захватывает, учащается сердцебиение, заставляет переживать. Мне понравилось, рекомендую, читайте. Жду продолжения. Другой отзыв. Книга прочитана на одном дыхании. Интересный сюжет и оригинальная концовка. Это та книга, которую захочется прочитать снова, хотя бы для того, чтобы уточнить и понять некоторые моменты. Далее. Следующий читатель высказывается так. Мне очень понравился интересный сюжет, который придумала автор. И еще один отзыв. С большим интересом прочитала книгу «Паразиты». Герои – наши потомки, не такие уж далекие. Они живут примерно через 40-50 лет после нас. Проблемы, с которыми они столкнулись, показывают нам обратную сторону, казалось бы, положительных вещей – здоровья, экологии, дружбы, любви. Но без индивидуальности, без уникальности, без души не может быть счастья. И так далее. Может быть, вот у Вероники есть какое-нибудь высказывание, да? Я передаю слово. Ну, в принципе, я тоже начну сначала. Когда я открыла эту книгу, начала читать, и мне, в принципе, сразу, вот как муравьи побежали ко мне вопросы: ой, а почему так рано? 4:58 зазвенел будильник. Для меня это, например, очень рано, поэтому я немножко посочувствовала девушке, что надо в 4:58 уже вставать и бежать на пробежку. И тут уже я поняла, что весь город бежит. Уже для меня какая-то интрига образовалась, потому что, опять же скажу, что вот 4:58 встать и побежать, для меня это что-то героическое, и если это каждое утро. И у меня, когда я уже поняла, что есть такой паразит, в этом случае друг девушки, у меня возник вопрос: а почему улитка? Вот для меня вот дружественное что-то такое пушистое, там, мягкое, а тут улитка. А почему улитка?
М, Даже не знаю. Сейчас мне очень трудно ответить на вопрос, почему я так решила. Ну, во-первых, потому что человек ведь тоже, у него тело как бы сказать, голое, да. Если бы у него там какой-то котенок вылезал бы, то немножко было бы странно. Потому что если ему нужно, вот мы же, у нас только волосы на голове, поэтому я представила себе его как будто как часть руки какая-то. Ну, вот, да, конечно же, тут котенок не подойдет, но э, с другой стороны, в произведении действительно такие проблемы затрагиваются, как экология, демография, здоровье и так далее. Но мне вот почему-то показалось, что здесь, ну не показалось, наверное, задействованы еще вот такие психологические моменты. Вообще, вот такой бы паразит, наверное, он очень понадобился тем людям, у которых, например, ну вот аутистам, у которых очень трудное общение с окружающей средой, и они погружены в себя. И вот наличие такого существа, наверное, им помогло бы в развитии, ну, если это к современности применить, к реальности. А вообще, с точки зрения психологии, разговор с самим собой, или тут в этом случае часть, это же улитка, наверное, это часть самого себя, вообще играет положительную роль в развитии личности. И, ну, как мы и видим, в принципе. И вот я, наверное, добавлю, что также не только аутистам, может и интровертам было бы легче жить с таким паразитом, паразитиком, малышом на плече. И вообще у меня возникла еще одна такая идея. Может быть, этот паразит мог бы сопровождать детей до 18 лет, а потом превращаться в бабочку и улетать, например, чтобы не оставаться во взрослом состоянии и не вмешиваться в жизнь взрослых людей. Ну, Ну, в вот это как принципе, раз вот я хотела сказать, что почему я сделала, что он привязан к человеку, чтобы как раз, чтобы потом не избавиться от своего хозяина. Вот если, вот, например, когда я сама, ну это уже дальше мне придется сейчас уже сказать, когда я читала об этих паразитах, вы представляете, что, например, есть паразит оса, который выкладывает яйца в гусеницы. Вот когда личинки уже вылупились, они когда вылупляются, им приходится уничтожать гусеницы, то есть они убивают своего хозяина. Поэтому мне нужно было сделать так, чтобы паразит был всегда зависим от человека. Соответственно, ему не нужно было навредить человеку, он не мог ему навредить. А если бы, представляешь, он превратился в бабочку и летел, ему пришлось бы оторваться бы от человека, оторваться от его головы, от его сердца, к которому привязан, тогда получилось бы хозяин бы умер. Это была бы драма. Да. Это была бы драма и даже, может быть, трагедия для кого-то, для человека. Это вот как, ну, хотя можно, конечно, может быть, я вот сейчас тоже, слушая Веронику, так подумала, что это было бы очень действительно грустно, вот как, ну, прощание с детством, да, когда улетает Карлсон или Мэри Поппинс. Все, наверное, все-таки индивидуально. Наташа, можно я сейчас передам слово? Как-то я тут начало немножко растерялась. Наверное, очень приятно тебе видеть здесь, на телемосту, маму Любовь Петровну и подругу Лиану. Можно я предоставлю слово? Кнопочку надо нажать. Пожалуйста, тоже выскажитесь мнение. Давай, Лян. Ну, сразу скажу, да, что я вообще читаю много, да, и мне очень нравится читать, и я читаю в большей части это все-таки не классика, да, это все-таки там фантастика, ужастики и триллеры и так далее. Вот, и поэтому, знаете, могу сказать, что, Наташа, мне очень понравилась твоя книга, она читается на одном дыхании. То есть такое, когда начинаешь читать, да, и вот так тягомотно. Первую страницу, вторую страницу, третью. Думаешь, ну сейчас до 20-й дойду, если там совсем все печально, закрываю и все. И обратно ее сдаю, да. Вот. Но с твоей книгой все иначе. То есть я ее читала вот прям буквально за запоем, пока не дочитала, спать не легла. То есть я читала ее всю ночь. Вот, поэтому мне она очень понравилась. Мне очень понравился сюжет. Он необычный, да, то есть я такого нигде
встречала, да, вот, и самое главное, да, то есть вот самое интересное, а чем же кончится, да, поэтому вот мне очень понравилось, честно. Спасибо. Так, я снимать Это буду. самое приятное слушать, что человек читает книгу и не может остановиться, даже не может пойти спать, ему так хочется узнать, чем же это закончится. Для меня тоже, когда я читаю книгу, если она Наташа, я захватывает, прочитала на одном дыхании, ты знаешь, мы с тобой уже говорили об этом. Тоже в электронном виде это взяла и это самое, пока не прочитала и не легла спать, вот все это перелистывала. Ну, я что хочу сказать. Она вообще пишет, вот как она говорила насчет стихов, она очень рано начала заниматься этим. Она писала стихи, она выдумщица была такая. Даже вот приходила в школу я когда, у них по русскому языку вела зауч школы. И вот она мне говорит, дала им задание, как провели лето. Она такое написала, что, говорит, потом, ты помнишь, да? Такое написала, в смысле, ну, вот она тогда еще, как она пишет сочинение, это вообще. Она еще, я, конечно, у меня сейчас, я не помню, когда у меня женился сын старший, она сочинила ему стих. И вот он, когда приехал за невестой туда, домой к ней, ты помнишь, Наташа? Нет, не помню. Я Не уже не помню. помню. Она такое сочинила стихотворение до слез. Ну вот есть у нее, я не знаю, в кого она это у нас, ни у кого вроде в родне такого нету, но вот есть у нее стихи, она любила всегда. По поводу книги, конечно, я тоже обезумела. Я даже не думала, что она могла. Я спрашиваю, откуда ты все это берешь? Ну, в общем, книга мне понравилась. И та, и другая. Молодец. Продолжай так же и делать. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Да. Действительно, вот когда я тоже читала книги, сначала одну, потом вторую, действительно вот как бы сюжет, какая-то есть интрига, это действительно увлекает, и хочется узнать, что же было дальше. И вот, ну, мне как-то вот очень было, как это слово подобрать, правильно, что ли, для меня, когда все пазлы сложились в конце концов, что как были даны ответы на все вопросы. И то, что поначалу вот в процессе чтения мне казалось, что это как-то об этом автор забыла, этого героя она забыла. Нет, всему нашлось свое место, все гармонично сложилось в очень цельный сюжет, картину, историю законченную и очень логически и правильно выстроенную. Вот эта вот гармония, мне вот это очень как бы, ну, близко, что ли. Вот хотя говорят, что лучший порядок – это хаос, но нет, все-таки вот гармония, она как-то вот привлекает, что ли, и в этом есть какая-то чистота и правда, вот, ну, на мой взгляд. Потом я еще хотела сказать, вот поддерживая Любовь Петровну, как-то хочется много сказать, что действительно вот читая книги, я увидела, что это очень способный человек. Да, это как бы, ну, опыт такой немного самодеятельный, да, ведь Наташа не училась на литератора, там в литературном институте, но способности очевидно видны. Во-первых, и фантазия, и логика, и вот такое строение сюжета очень правильное, грамотное. Это действительно вот ощущается, ну, и звучит современно. Вот еще вопрос у нас возник. Древис – это псевдоним или Нет, фамилия? это моя фамилия. Ваша фамилия. Да, моя фамилия. Она такая, в принципе, редкая, Дрейвис фамилия. У меня просто подумала, что когда я еще в интернете просто набрала Наталья Дрейвис. Нет таких вообще. И я подумала, ну зачем мне какое-то скрытое имя? Но Ну, это типа, немецкая я так фамилия? хорошо звучит. Да, это немецкая А фамилия. переводится как-нибудь? Нет. Нет. Наталья, давайте теперь опять вернемся к книге
И вот мы уже упоминали, что в книге наравне, ну как бы на фоне фантастического сюжета, истории, очень необычно, неоднозначно показано решение социальных проблем и вообще затронуты социальные проблемы. Вот давайте немного об этом, ваше мнение, пожалуйста. Да, во всех моих книгах есть тема защиты окружающей среды. Хотя, когда я писала, я не думала об этом. Я всего лишь хотела написать легкую фантастику, то есть книгу, которую можно было взять на пляж и прочитать, пока загораешь. Но однажды я просто подумала, когда мне кто-то сказал, что я поднимаю социально-нравственные проблемы, и я тогда подумала, интересно. И Такая же. вспомнила, как меня поразила одна история в зоопарке Ганновера. Я расскажу вам эту историю. Когда мы были с ней в зоопарке, мы наткнулись на такой деревянный стенд, он выполненный в виде шкафчика, деревянной дверцу, где написано, на двери была табличка «Опаснейшие животные на земле». И ручка, которую так хочется потянуть на себя, чтобы узнать, кто там сидит. Открываешь, тянешь на себя эту ручку, открываешь и видишь себя в зеркале. То есть там просто зеркало. И в этот момент, да, ты получаешь такой болезненный укол в сердце и думаешь, ах, и тебе становится стыдно за себя и за все человечество. Ты вздыхаешь, опускаешь голову и идешь дальше. И через несколько шагов встречаешь еще один шкафчик с табличкой «Надежда всего человечества». В этот момент, конечно, думаешь, ну какая надежда может быть у этого человечества? Оно все, что уже могло испортить, оно уже испортилось. Ну так как тут тоже такая же замечательная ручка, за которую хочется потянуть, тянешь ее на себя и видишь себя в зеркале. Да, и в этот момент ты чувствуешь облегчение, чувствуешь надежду. Позже в зоопарке мы пошли на шоу с морскими животными. Там морские котики, тюлени показывали различные трюки с мячом. И после окончания шоу ведущий, он потянул за канат, и сверху с крыши спустился огромный тюк пластика. И ведущий шоу сказал, что в океане есть остров величиной с Германию, состоящий полностью из пластика. И из-за этого пластика тысячи животных ежегодно умирают мучительной смертью. В тот момент я, конечно, не поверила, я подумала, что я ослышалась. Целый остров величиной с Германию? Естественно, я пришла домой, первым же делом залезла в интернет и стала читать про большое мусорное пятно. Это большое мусорное пятно, это не просто Германия. В данный момент это уже 3 Франции. То есть представьте себе, что где-то в океане плавает половина Австралии, состоящая полностью из пластика. В Германии действительно очень много говорят, с детства говорят детям, и много говорят, и много делают для защиты окружающей среды. Когда моя дочка была маленькой, мы ходили в садик, нам сказали сразу, наш садик без пластика. Дети у них приносят завтраки с собой, то есть они не кушают в садике, а приносят с собой завтрак. И садик без пластика, это означало, что нам не нужно давать ей йогурт, пластиковые одноразовую посуду, то есть вилки или ложки. И вот поэтому, когда все это видишь, слышишь, оно просто где-то у тебя там в голове подсознание откладывается, и потом это все выливается в творчестве. И я думаю, что это волнует каждого, да, иногда вот становится страшно, когда подумаешь о будущем, о том, что в каком мире будут жить наши внуки, о том, что самым дорогим продуктом станет чистая питьевая вода. У меня все. Слышно меня? Да. Ага. Вот я хотела сказать, что недавно в интернете мне попался смешной видеоролик. Ну, сейчас много таких сюжетов снимают, забавных, там, с собачками, с кошечками. А здесь была такая картинка, какая-то южная страна, скорее всего, балкон, который украшен такими, ну, пластиковыми цветочками.
ну, как называют, симуляторы, да, не настоящие цветы, но выглядят прям как настоящие. И на балкон сел попугай, прям такой большой, огромный попугай, такой яркий, или это были какие-то другие птицы, я почему-то подумала, что это попугай. И он стал есть эти цветы пластиковые. И вроде бы как смеются, но это же опасно. Это же вот, ну, вот я как раз продолжение того примера, что миллионы животных, птиц и морских животных гибнут от пластика, потому что они принимают его за еду и погибают от этого. Это действительно становится глобальнейшей проблемой, когда вроде бы пластик, конечно, необходим и заменяет многие натуральные продукты, там, например, в медицине в той же, да, вот. Но в то же время человечество должно сократить это использование, сдавать пластик на переработку, найти какие-то правильные решения для того, чтобы спасти наш мир, его чистоту, экологию для наших детей, для наших потомков, внуков. Действительно, это так. И вот это мне тоже как бы очень близко, и мы все так или иначе вот в процессе своей профессиональной деятельности говорим об этом, рассказываем об этом, ну, предлагаем какие-то варианты, как снизить потребление пластика. Вот буквально в 2021 году Организация Объединенных Наций Международный день защиты прав потребителей был посвящен как раз этой проблеме сокращению пластика на планете. Вот. Ну, эта проблема, к сожалению, еще сохраняется, но тем не менее какие-то подвижки уже есть. Наташа, еще один вопрос. Как возник замысел этой книги «Паразиты»? Однажды я в интернете наткнулась на любопытную статью. Так как это было давно, я лишь помню, что она примерно называлась «10 самых ужасных паразитов на Земле». И когда такое слышишь, 10 самых ужасных паразитов на Земле, естественно, интересно. Естественно, я тогда заглянула и стала читать. И, конечно же, меня так подумала, о, какой ужас, один паразит подчиняет газу муравья, заставляет того каждую ночь залезать на самую верхушку травы и ждать, пока его съедят. Другой съедает язык у рыбы, изменяет собственным телом съеденный орган и питается потом за счет действий рыбы. Третий паразит осы, о котором я говорила, они контролируют гусениц даже после смерти. Из-за этого гусеницы даже получили название гусеницы зомби. Для меня вот это вот, когда я про этого паразита прочитала, я тогда подумала, боже мой, как это ужасно, если же бедная невинная гусеничка ничего не подозревает, а тут ей вкладывают в ее тело яйца. И вот тогда я подумала, как хорошо, что у человека вот таких вот паразитов, контролирующих его, нет. Подумала, и сразу мне пришла мысль, а почему нету? А что было бы, если бы были? А что бы они бы сделали с человеком? Для какой, собственно говоря, цели они подчинили человека? И у меня в голове, естественно, рисовался такой злобный паразит, который питается за счет человека, живет за счет человека. Я стала читать различные статьи на эту тему. Чем больше читала, тем больше, конечно, понимала, что не все такие паразиты ужасные, как которых я раньше прочитала. Что, в принципе, паразиты самое важное – это жизнь. И поэтому все, что он должен сделать, значит, если он зависит от своего хозяина, значит, он должен исправить этого хозяина, избавить его от вредных привычек и заставить вести здоровый образ жизни. И полностью уже, когда погрузившись в книгу, паразит моей главной героини стал мне так близок к сердцу, что я просто не могла сделать его злым. Вначале я себе представляла, что он такой, отрицательный роль у него. Но потом я его настолько полюбила, что просто не могла сделать его злодеем. Злодеем я сделала других. И вот кто читал книгу, тот знает, какой я сделала со всеми. А кто не читал, то почитайте и узнаете. Наталья говорила тоже вот в преддверии разговора, как предисловие, что вот эти дни, когда вот, готовим эту встречу, эту как бы беседу, что мне очень хочется нарисовать вот, героев, персонажей книги. Настолько они образные, настолько они необычные, привлекают внимание. И героини, кстати, тоже. Я даже вам посылала какие-то фотографии, да, актеров, актрисы конкретно. Как она лично мне видится, какой. Есть ли прототипы у ваших героев, у героини?
У Лены Луиза это чисто внешне я описывала своей дочке. У меня у дочери длинные, густые, светлые волосы, волнистые, карие-зеленые глаза. И когда я только начинала писать, моя дочка подошла ко мне и спрашивает: мама, что ты делаешь? Я вот пишу книгу. О чем? Я вдохновленная, мой ребенок спрашивает, интересуется. Принялась тут рассказывать об одной девушке, которая, а меня равнодушно перебивает и говорит: а как ее зовут? Кого? Девушку. Лиза. А почему Лиза? Назови ее Лена, как меня. Ну, хорошо, назову. Уже позже, когда я уже стала писать, в немецком языке Лена можно только сказать Лене, уменьшительное ласкательное. У нас можно сказать Лена, Леночка, Елена, Ленусик. И поэтому мне не хватало вот слов, чтобы не описывать Лена, она, девушка, ее. Я решила назвать ее двойным именем, чтобы можно было мне для большего разнообразия, например, написать Лена в одном случае, в другом Лена Луиза, а в третьем случае Лена Лилу, сокращенно. Думаете, вот кто ваши читатели, кому была бы интересна эта книга? Ну вот как Ляна уже сказала, что она любит читать фантастику Мгм. и приключения, то есть таким людям, которые любят фантастику, которым нравится приключенческая фантастика, которым нравится интересный сюжет и интересная развязка. Ну, я вот, например, не совсем люблю фантастику, но мне очень понравилось. Мне понравилось тем, что там такое переплетение, микс. Есть и фантастика, и какая-то реальность, и психология. Вот, ну, как бы такой анализ отношений. Мне вот это очень нравится тоже. Так что я думаю, что и мужчины, и женщины – это вполне ваши читатели. Только надо продвигать эту книгу, рассказывать о ней. Может быть, ну, какие-то найти еще каналы для ее продвижения. Это так. Ну, есть ли у вас еще какие-то вопросы к Наташе? Вероника Александровна. Будет ли продолжение? Потому что я вот для себя, в принципе, у меня положительные эмоции от произведения, но я для себя не определилась, как я отношусь к этим двойняшкам Амару и Ачарьи, которые, я так понимаю, переродятся сейчас. Да, в принципе, конечно, я планировала, то есть у меня есть уже идея, как будет, как она начнется, как она закончится. Самое интересное, что когда пишешь книгу, в 3 случаях, и даже в 4 случаях, я знаю, как она закончится. И поэтому, то есть я уже представляю сюжет этой второй книги. Но у меня пока в планах немножко другое. Поэтому, если «Паразиты» будет продолжение, то не сейчас. Спасибо большое, Наташа. Я хотела подвести небольшой итог нашего разговора. Роман «Паразиты» – это оригинальная история, наполненная интригами, тайнами, путешествиями, познавательными фактами. Без сомнения, роман увлекает, интригует и заставляет размышлять о своем настоящем и будущем. Мне кажется, ценность книги «Паразиты» в том, что она написана с большой любовью к людям, к каждому человеку, природе. Картина мира, общества конца 21 века, человеческих отношений показана многогранно. Это и работа, и любовь, и семья. Вместе с героями и персонажами можно попытаться прожить в будущем мире и задуматься, что нужно сделать сейчас, чтобы жизнь наших потомков была счастливой, разумной и гуманной. Наталья Древис предупреждает, что каждый человек должен быть ответственным за каждый свой выбор, не поддаваясь чужому влиянию, даже если это паразит, который живет в твоем теле. Мы рекомендуем, советуем прочитать роман «Паразиты» в удобном для вас формате, в электронном, в библиотеке Литрес или в печатном в нашей библиотеке. Наталья Александровна, а мы предлагаем продолжить наши литературные мосты и в следующий раз поговорить о романе «Книга 10 жизней», не менее интересном. «Книга 10 заповедей», прошу прощения. Спасибо, что
поправили меня, не менее интересным, не менее социально значимым, не менее интригующим. Наталья Александровна, а что вы хотите пожелать, сказать вашим будущим читателям? Даже не знаю. Я радуюсь сейчас следующему нашей следующей встрече, когда с Марси встретимся, я смогу рассказать о новой книге, о моих новых планах, то, что о том, что я читаю, или какая моя любимая книга. То есть я радуюсь этому. Я хочу поблагодарить вас всех, что вы приняли участие в этой конференции. Отдельное спасибо, конечно, хочу сказать вам, Яна Владимировна, за организацию «Силы моста» и предоставленную возможность мне рассказать о моей книге. Наташа, желаем вам всего доброго, здоровья, радости. Скоро наступит весна. У вас там, наверное, уже достаточно тепло, да? Да. У нас уже весна. Да, у нас сегодня метель, но приближение весны уже ощущается и в воздухе, и в каких-то таких переменах погоды. Мы тоже благодарим вас за участие. И до новых встреч. Большое Да, до спасибо. новых встреч. До свидания. До свидания.